Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики. Резолютивная часть решения Конституционного суда Кыргызской Республики по делу о проверке конституционности части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Алмазбекова Тилека Алмазбековича и Гусева Валерия Евгеньевича. 17 июня 2026 года, город Бишкек. Конституционный суд в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Джолдошевой, Касымалиева, Кадыралиевой, Кадырбаева, Шаршиналиева, пресс-секретаря Мамытала КЗ, с участием обращающейся стороны Гусева Валерия Евгеньевича, стороны ответчика Осмонова Айдарбека Касымалиевича, постоянного представителя Джаваркенеша в Конституционном суде, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и Кабинета министров в Конституционном суде, Абельдиевой Эльвиры Тилековны, представителя Верховного суда по доверенности, Джаркамбаева Аязбека Дулазбековича, постоянного представителя Министерства юстиции в Конституционном суде. Руководствуясь частями 1.2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явилось обращение Алмазбекова-Гусева, а также обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции оспариваемая норма. Заслушав информацию судьи докладчика Бабукеевой, проводившей подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы дела, выслушав мнение третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2, частью 4 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил: первое. Признать часть 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречащей частям 1-2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики в том конституционно-правовом смысле, который изложен в мотивировочной части настоящего решения. Кабинету министров Кыргызской Республики инициировать внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, вытекающих из настоящего решения. Настоящее решение является окончательным, обжалованию не подлежит. Обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, физических и юридических лиц и подлежит исполнению на всей территории Кыргызской Республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. И как стало уже традиционным, даем некоторые разъяснения основных выводов Конституционного суда, на основе которых Конституционный суд пришел к этой резолютивной части. В правовом государстве судебное решение приобретает легитимность не исключительно в силу его обязательности, а прежде всего благодаря его убедительности, основанной на законе и надлежащем обосновании выводов суда. Именно поэтому одним из важнейших элементов судебного акта выступает его мотивировочная часть, в которой находит отражение причины принятого решения, оценка доводов участников процесса, установленные судьем обстоятельства и правовые основания сделанных выводов. Право на судебную защиту предполагает не только доступ к правосудию, но и право на получение мотивированного судебного акта. Судебное решение не может считаться отвечающим требованиям справедливого правосудия, если лицо лишено возможности понять, по каким причинам суд пришел к соответствующим выводам и по каким основаниям были отклонены его доводы и возражения. В силу специфики кассационного производства именно мотивировка становится основным способом реализации контрольной функции Кассационного суда, позволяя участникам процесса и обществу в целом убедиться в том, что доводы жалобы были надлежащим образом рассмотрены, а выводы суда основаны на объективном и последовательном применении закона. Если резолютивная часть судебного акта выражает властное веление государства, то мотивировочная часть обеспечивает его конституционную легитимность.
Вместе с тем, особенности кассационного производства обуславливают специфику требований к содержанию мотивировочной части кассационного судебного акта. Поскольку суд кассационной инстанции не осуществляет повторное рассмотрение дела по существу, не разрешает вопросы факта, объем его мотивировки может отличаться от объема мотивировки судов первой и апелляционной инстанции. Конституционно-правовой смысл рассмотренного сегодня законоположения состоит в том, что суд кассационной инстанции вправе не воспроизводить повторно мотивы, содержащиеся в судебных актах нижестоящих судов, и не приводить их подробное изложение в своем судебном акте. Это приводит, если приходит к выводу о правильности содержащихся в них правовых выводов и отсутствия оснований для отмены либо изменения обжалуемых судебных решений. Вместе с тем, указанные законоположения не предполагают возможности вынесения кассационного судебного акта без самостоятельной мотивировки результатов кассационной проверки. Само по себе указание на согласие с выводами нижестоящих судов не может рассматриваться как достаточное обоснование судебного решения, если из содержания акта кассационной инстанции невозможно установить, что существенные доводы кассационной жалобы были предметом действительного рассмотрения и получили надлежащую правовую оценку. Следовательно, положение части статьи 370 ГПК не может пониматься как допускающее формальное оставление кассационной жалобы без удовлетворения посредством простой ссылки на правильность выводов нижестоящих судов без оценки существенных доводов заявителя. Иное истолкование приводило бы к умалению права на эффективную судебную защиту, лишало бы кассационное производство его конституционного предназначения как механизма проверки законности судебных актов и не соответствовал бы принципам справедливого правосудия и правовой определенности. Таким образом, конституционно-правовой смысл оспариваемого положения состоит в том, что согласие суда кассационной инстанции с мотивами судов первой и апелляционной инстанции освобождает его лишь от необходимости повторного воспроизведения соответствующей аргументации, но не освобождает от обязанности отразить результаты кассационной проверки, дать правовую оценку существенным доводам кассационной жалобы и привести мотивы, позволяющие установить причины оставления обжалуемых судебных актов без изменений. Суть решения вам понятна? Ну, тогда после опубликования решения Конституционного суда с помощью вашего адвоката, представителя, вам будет суть разъяснена. Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.